Наш рассказ пойдет о Егоровой Галине Васильевне, чье детство опалила война. С мужем Анатолием Максимовичем они живут вместе 61 год, воспитали 2 дочерей. Педагогический труд Егоровой Галины Васильевны отмечен высокими наградами, имеет звание старший учитель и отличник народного просвещения. Галина Васильевна, когда вы родились? В 1939 году, 30 июля. Что вы помните в военные годы? Ну, если мне было на начало войны около 2 лет, начало войны я не помню, но эпизоды военного времени из своего детства. Великая труженица моя мама была. Вот она трудилась в колхозе, нас осталось 4 в семье, и без отца в 1939 году умер отец до войны. Что помню? Военное детство дошкольное. В 1946 году я пошла в школу. Наверное, скрашено было тем, что я посещала детский сад. Заведующая детским садом была эвакуированная из Ленинграда тетя Маня. Для всего села она была тетя Маня. Полная женщина, несколько подслеповатая, заведовала детским садом. Она вот очень, прямо кажется сейчас перед моими глазами. Серое платье простое, возможно, из того же материала, из немецких, не знаю, из немецких простыней, может, шито оно было. Я тоже такое платье носила в детстве, серое, совершенно простое. У нас был немецкий лагерь военнопленных в селе. Вот. Но это уже другой рассказ. Галина Васильевна, вы в каком селе родились? В село Кизнер. Это как поселок Кизнер сейчас, да? Ну, нет. Поселок – это станция Кизнер. А от станции, от поселка 3 километра село, где церковь была теперь восстановлена, другая построена. И школа, первая в районе школа была построена. Галина Васильевна, вот вы посещали детский сад. А сколько детей вообще тогда ходило в детский сад? Ну, я не могу сказать количество детей, но группа младшая, старшая была, кормили в детском саду. Я помню, пряники давали, пряники ели. Нормально питались, какао, помню, пили. Да-да. Вот. А чем вы там занимались и какие игры? Может, вы Ой, помните в детском детские? саду я уж не помню, какие Не игры. помните? Галина Васильевна, тогда вот вы сказали, отец ваш умер в 1939 году, мать осталась одна. Вы были самая младшая ведь в семье. Да. Я была самая А младшая. старшие? Старшая с 25-го года рождения сестра Мария, вторая сестра Нина и брат Шура. 25-й год старшая, средняя 33-й и 36-й год. Вот. Ну и вот я 39-й год. Вот. И бабушка у нас была. Я помню хлеб, всегда он был черный. Из лебеды, лебеда, липовый лист. Помню, вот эпизод помню. Я помощницей никак не могла быть, я как хвостик ходила за ними. Бабушка, сестра вторая на тележке возили веники липовые, лебеду. Вот из этого пекли хлеб. Картошка, наверное, там присутствовала, немножко муки, наверное, не знаю, но черный хлеб, это уже потом, когда целинный хлеб пришел, вот целинный хлеб, помню, продавали. Вот. Что еще я помню? Ну, пленные немцы жили у нас. За селом лагерь немецких военнопленных был. Вот тоже, ну, прямо яркие такие эпизоды. И их, видимо, отпускали по селу. Они просили что-то на обмен. И я помню, вот заходил к нам, вот 2 эпизода помню.
Зашел к нам немец пленный, просит: картошка, Люк, говорит он. Бабушка, брат сказал, бабушка не дает. Он что-то ответил, бабушка, никс, когось, что-то такое, да. Вот такой эпизод помню. Второй эпизод. Старшая сестра Мария на костылях приехала из Кукмурского района. Смазолила ногу, ей сделали операцию в Кукмуре. Она приехала домой, и на кровати она, помню, сидит. Зашел другой немец. Он показывает фотографию своей семьи, значит, показывает фотографию, ну, члены семьи, там человек, ну, семья, несколько человек, вот это я помню. И вот разговаривали, они общались с сестрой-то, да, вот этот эпизод остался. Потом немцы обменивали на данные им продукты, видимо, тряпье свое. И я помню, мне шили платье, ну вот сказали, из немецкой простыни, серое, совершенно серое, ну, грубоватый несколько материал, вот. Из зеленой немецкой, ну, сукна, наверное, это было, пальто даже вот я носила. Потом пленных немцев водили купаться на реку. Лагерь был за нашими огородами. И вдоль длинной улицы, так она и называлась, наша эта улица, Большая улица. И по этой улице вели пленных немцев. Они далеко-далеко начинали петь, строем вели их. И мы, заслышав их пение, со своей улицы собирались по проулку, бежали и смотрели на этот строй немцев. Вот это тоже очень впечатлительно было. В форме они свою песню пели. Вот это. В каком году вы пошли в школу и что вы можете рассказать о своих школьных годах? В школу я пошла в 46-м году, в 1 класс. В школе по 2 года ни в одном классе не училась. Так. В школе нас, я помню, в начальных классах это вот тоже эпизод. Кормили супом из мороженой картошки. Наверное, там ни жиринки не было, но он таким вкусом, он, кажется, сейчас еще помню вкус этого супа. Сладкий, да, ведь подслащенный как бы. А вот в старших классах совсем не помню, не кормили, что ли. Никакой столовой не было. Не помню. А какие предметы изучали и самый любимый предмет у вас? Самые предметы, ну, наверное, русский язык, литература. Учили стихи. Вот и А закончила. вот вы помните какое-нибудь стихотворение с тех лет? Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет, и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Велению Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Галина Васильевна, вот ваша старшая сестра в годы войны училась в Казани. Расскажите, пожалуйста, на кого она училась и как ей вообще удавалось учиться в годы войны? Сестра Мария училась в годы войны. Это был 43-44, я думаю, двухгодичный
учительский институт, естественно-географический факультет. Вот. Я помню, как сушили ей картошку, свеклу, морковь. В сушеном виде она увозила эти продукты с собой. Было, конечно, трудно, надо полагать. Теперь на поезде, раз мы жили у железной дороги, ездила на поезде недалеко до станции, слава богу, было. И однажды мешок шпаны много было, говорили, да, и вот распороли котомку ей, а ездили на подножках, мест не было, да, ведь это сейчас подножек нет на вагонах, в вагонах. И вот это вот я помню, трудно научилась, с похвальной грамотой закончила школу, гордость мамина была, держали похвальную грамоту, на стене держали под стеклом. Вот такая была Мария. Вот. Такие трудные годы, но она выучилась, и стала учительницей. Да, стала учительницей и работала. Большинство лет она проработала в Кизнерской сельской школе. А вот вы стали учительницей, вы, наверное, пошли по примеру старшей сестры, да? Ну, наверное, по примеру старших. Вторая тоже педучилище закончила, работала в Глазовской школе. Номер 1, номер 6, вот. Галина Васильевна, в школе вы, наверное, на отлично учились? Да нет, на отлично не училась, была бы похвальная грамота. Вот обе сестры учились на похвальную грамоту, закончили школу. Нет, у меня не было похвальной грамоты. Наверное, труднее было. Сестра объясняла, старшая, что им уже не досталось тех продуктов, которые мы получали. Мед, сахар. Вот семья моя, видимо, до моего рождения жила зажиточно, по словам мамы, что отец не хотел вступать в колхоз. Я помню, очень крепкое хозяйство было на нашем дворе. Это амбар, это большой шалаш, вот прямо вот с наш зал, где все было обустроено. Лавки, столы, место для приготовления еды. Бабушка варила, мама в колхоз, бабушка варила еду. Шалаш, погреб для хранения овощей. Подполье, разумеется, но это для соленых овощей. И хлебы. И вот мама говорила про отца, что отец не хотел вступать в колхоз, но все равно часть строений взяли в колхоз. Значит, по тем временам я считаю, что это грамотный человек был. Он учился в Вятских Полянах на курсах столяров, много инструментов было дома. Ну, растащили, просили, не возвращали, потом после него уже. Вот. Мебель была сделана ее отцом, то есть зажиточно жили. А вот то, что вот остались строения крепкие, 2 дома было у нас, вот это, конечно, хорошо. И бабушка кормила нас в военные годы, конечно же, бабушке поклон за все это. Так, маме все некогда было. А она мама все в колхозе, работала. труженица колхозная была. Галина Васильевна, что вы помните о Дне Победы? О Дне Победы, видимо, на работе с мамами, с тетями были вместе. Помню, говорили друг другу они: война дугдис, война дугдис. Вот, значит, Радовались, наверное, очень. Ну да. А ну плакали, когда Ну, узнали, что наверное. война закончилась? Да. Вот это вот помню один эпизод такой. Помню. Расскажите, как возвращались солдаты с фронта? С войны. Это были уже школьные годы наши. Ну, говорили с радостью: Егор Соловьев Бертемпе или Дима Бертемпе. Вот так вот. Вот такие моменты помню. Ну, они ведь военные, это уже, наверное, даже не сразу после войны. Мой зять, муж старшей сестры, в 50-м году только приехал. А где он эти годы был? А не знаю, Да, о чем. служили ведь долго. Поздно отпускали многих. Кого призывали Видимо, на да. войну в 45-м году, они уже служили по 7 лет.
Конечно, большая радость была, это когда сообщали, с радостью сообщали друг другу, что вернулся, вот он вернулся. Галина Васильевна, а было у вас в деревне радио? Радио, оно было ведь уже после войны. По-моему, я в 8 классе училась. Появился радиоприемник, а, наверное, вначале черная была воронка. Нет, ну, я помню радиоприемник, вот и хотелось, не отходя, слушать это радио. Так это уже поздно было, 8 класс был. То есть День Победы вы узнали от взрослых, Ну да? да, ну да, И ну передавали это из уст в уста. Конечно, конечно. Галина Васильевна, сколько лет вы учились в школе? Скольки классная была школа? Так, школу я закончила в 1900, забыла даже, в 57 году. Или в 8-м, 7-м. Это сколько классов? 10 классов закончила. После 10 класса поступила в Можгинское педучилище, двухгодичное. Вот с Анатолием Максимовичем вместе учились в одной группе 2 года. Закончили педучилище, договорились с ним, что поедем в одну школу. И приехали в одну школу, в Брест-Пудинскую. И с тех пор все живем здесь. Но в последние годы, в предпенсионный период, открыли в своем доме начальную школу для местных детей. До 6 человек детишек обучала в своем доме. Я помню, 7 было даже сначала. Вот в этом доме, вот внизу была школа Малиновская, начальная школа. Она сама кормила, учила детей, здесь кормила она их. Это, ну, в разные же годы из Большой Долги приходили брат с сестрой из соседней деревни. Ну и вот местные ребятки по 4 класс учила детишек местных. Старалась также, как могла, вести уроки музыки и пения, уроки физкультуры, хотя специального оборудования у нас не было. Но стаж, опыт работы большой был, в большой школе, скажем так. И, конечно, использовали природные материалы, бегали, ходили на уроки физкультуры, на полянку. Все выполняли, все, что требовалось по школьной программе. А что бы вы хотели пожелать будущему поколению? Ой, будущему поколению что желать? Крепкого здоровья всем, чтобы желание учиться не покидало детей никогда, пусть они учатся, пусть нужные для себя профессии получают, читают, пусть нынешнее поколение называют нечитающим. Читают пусть книги, пусть любят книги. Это же очень интересно листать странички книги. Ой, спасибо большое, Галина Васильевна. Прямо хочется похлопать. Неужели?